Здравствуйте. Сегодня 13 ноября. Мы начинаем наш информационный выпуск. Немножко по-другому мыслим ли мы его сегодня начать, но буквально несколько часов назад в нашей студии раздался тревожный звонок. Мы не стали выяснять, кто звонит, просто узнали о сути вопроса и выехали по этому звонку. В последнее время на разных уровнях, на разных инстанциях мы говорим о внимании к человеку, к простому человеку, к его заботам. Наверное, об этом наш репортаж. Еще раз напоминаю, что мы не хотим найти виновных, кого-то наказать, привлечь просто, а элементарно внимание человеку. Итак, наш репортаж мы начинаем. Транспортный проезд 44. В общем, проживаю уже с 82 года, с апреля месяца, с 25 апреля. Жила в этой комнате, пока вот в таком состоянии, потому что это последняя комната, и батареи внизу, вы видите, настолько холодное здание, они постоянно было холод здесь, невозможно. Вообще ужасное состояние этой комнаты. И приходила с работы, а дочь спала в валенках и в шубе на кровати. А потом вот последний год, в этом году вот уже, когда начались заморозки, здесь начались ужасные холода, и я перешла в другую комнату, потому что там более лучше, и там соседи имеют возможность больше комнат, и они мне эту комнату отдали. Перешла туда. А здесь, как начало лить, это в течение месяца или больше. Но месяц это точно, вот, соседи подтвердят. И никаких звонила, ходила, никакой помощи. Когда с той стороны начали, еще сильнее, вот начались морозы, вот буквально перед праздником, начались там, у соседа тоже перемерзли батареи. Он говорит, у меня перемерзли, смотрю на второй день, у меня то же самое. Я говорю, все, нужно будет ожидать тоже, что и в этой комнате. 8 числа, с 5 по 8 они были еще холодными, и вода не лила. Потом дали напор воды горячей, отопление снова разморозилось, и эти щели в палец толщины в батареях начала лить горячая вода, кипяток, пара кипяток. 7-8 работала, не могла обратиться никуда, но 8 уже звонила в аварийную службу города. Потом ходила туда в ПТИ, к инженеру ПТС. В ЖЭК обращалась, потом пошла, когда в телевидении, потом ходила к Мисику, рвалась к Торговкину, а секретарь заслонила грудью своей. Ему нельзя, у него сегодня неприемный день по жилью. Для этого есть 5 замов. Я говорю, тогда отпустите меня к заму. Она меня отвела к Мисикову. Мисиков выслушал, сказал, хорошо, мы вам поможем. Езжайте домой и ждите 10 числа. Я просидела целый день, не пошла на работу, сидела целый день, ждала, никто не приехал. Я иду 11 числа снова к ним. Шла на работу, предупредила, что я еду в горосполком по такому вопросу. Мисиков вызывает Томасова. Тот пришел, вызвал к себе в кабинет. Вот начал. Вот кто будет платить за то, что они вам сделают ремонт. А я говорю, тогда давайте я заплачу. Только, пожалуйста, чтобы устранили эту течь. Я не могу там находиться, и мне негде жить. Говорит, хорошо, езжайте домой и ждите. Вот сейчас, вы слышали, я по телефону говорил, что вы им заплатите, езжайте, сидите, ждите. Я опять прождала целый день, и опять никакого результата. Вчера работала, сегодня снова туда ходила. И вот они послали вот это, наверное, сейчас аварийную эту. Дети не полезли, вот. Мы теперь закрыли дверью. Здесь все полностью развалилось тоже, трубы прорвались тоже. Приехали, сделали, толку нету. Здесь вот все, вода течет, тут повсюду вода. Повсюду ток начнет, наверное, скоро. Непонятно. Акимович, бригадир слесаря сантехника у ЖКХ. Когда вы узнали о состоянии вот таком в этом доме? Указание отремонтировать дом я получил 11 числа. Всего месяца. Сегодня 13. 11 числа моя сварочная машина была в Беркаките. 12 сегодня стоит в ремонте. А дом на чем балансе? Дом, не знаю. В ЖЭКе в нашем первом не состоит. То есть вы его ремонтируете, так сказать, по своей инициативе, да? Получил указание от начальника ЖКХ. Он был в горосполкоме, ему дали указание сделать все. Вот мы сегодня приехали. Вот вы сами сейчас прошли, смотрели квартиры. Как вы считаете, это нормально, что люди в таких условиях? Какие же нормальные, интересно? Никаких нормальных нет. То есть вы не отвечаете за этот дом? Нет. А другие ЖЭКи вы не в курсе? Кто за него отвечает? Никто. Если бы мы отвечали, здесь в поселке только мы.
Вот. Такая история была в том году. Точно так же. Вот на том. Из года в год. Из года в год. Потом нам опять-таки приказали, мы приехали, сделали. Вот. И опять в этом году та же самая история. Только порыв с другой стороны. Точно так же срывают вентиля. То есть гарантии никакой, что у людей в любой момент не рванут батареи? Никакой. Почему? Потому что жильцы сами на трассу лазят, уродуют вентиля. Это уже ПТСовцы нам 4-й раз они делают. А здесь такое... Мы тоже уродуем, если они уже... А здесь такое... Ну, вы выслушайте. А здесь такое положение, что дом единый так с трассы включен, только надо останавливать полгорода. Это еще хорошо, что не остановили. А так бы мы могли не решить этого вопроса. То есть вы выхода не видите с этого вопроса, да? Только вот... Конечно, нет, оно так и будет длиться. Первая же остановка, опять размерзнется. Вентиля, я вам гарантию даю, завтра будут свернуты головки. Постоянно с вас она просто скручивает. Опять-таки завоздушить станет. Сделать мы сегодня сделаем. Другую трассу бросим. Спокойно сегодня вы... Ну, сегодня поспать могут спокойно. А завтра уже не гарантирую. В этом бараке живете? Да, А в какой школе учитесь? первый. Ну и как вам? Нравится ваш дом? Не так уж хорошо. Не так уж хорошо? Да. А что вот не нравится в этом доме? Парит очень. Парит? Да. Так это ж хорошо, если парит, значит тепло. Зато все мокнет. Мокнет. Да. Все книги то помокли, да? Ну, А уроки учишь не мешает, когда парит? все мокрое. Надоело уже жить в этом бараке? Да. У них в комнате вообще пол провалился. Пол провалился? Ну, Они тряпками его закрыли. Ну а когда будете уезжать с этого дома, не знаешь? пока не дает. Пока не дают? Да. А кто не дает? Горосполком. Кто еще? Ну ты попроси у них сейчас по телевизору, скажи, дяденьки с горисполкома, дайте нам квартиру. Они дадут. Не дадут. Они уже сколько раз сюда приходили. Не дают? Ну ладно, давайте. Без двоек учись.